Писатель, драматург, поэт, прозаик, основатель нового направления под названием «Политический театр». Речь идет о Бертольте Брехте. В научной библиотеке Ингурского госуниверситета открылась выставка плакатов, посвященная 120-летию немецкого драматурга. На протяжении многих лет его произведения пользовались большим интересом. Его пьесы популярны до сих пор и ставятся во многих мировых театрах. Подробности у Индиры Манкиевой. 5 выставочных стендов, посвященных Бертольду Брехту и его творчеству. Сегодня ингурские театралы и студенты вновь знакомятся с творчеством немецкого драматурга. Человек действительно мертв лишь тогда, когда никто о нем не вспоминает. Это одно из самых известных изречений Брехта. В этом смысле он был обречен на бессмертие, так как еще при жизни создал бесчисленное количество творческого наследия. Более 2300 стихотворений, около 30 пьес и большое количество прозаических произведений, публицистических и теоретических работ. Крюгер долгие годы служил актером в берлинском ансамбле, период, когда театром руководила жена Брехта. Вместе с ингурскими актерами Петер Крюгер как нельзя лучше передал зрителю всю суть пьесы. Ваха Хадзи вспоминает, как ставился спектакль, сколько работали и как все переживали. Это был очень, как я сказал, очень интересный процесс. И благодаря Питеру Крюгеру мы более глубоко изучили материалы писателя Бертольда Брехта. И он любезно предоставил этот материал, эти плакаты Карла Хайнца нам на студию. И мы с удовольствием передаем ее в библиотеку. Это очень интересно, это частица немецкой культуры. Бертольд Брехт умер 14 августа 1898 года, но его произведения канули в бессмертие. Сегодня из комнаты драматурга к собравшимся по видеосвязи присоединился Питер Крюгер. Он показал всем, как жил Брехт и могилу, где он похоронен. Вам видно нормально? Да, все. Лолита Гагиева пришла на выставку из интереса с творчеством мастера. Ее познакомил немецкий режиссер. На момент первой встречи с Петером Крюгером ей было всего 10. С того дня многое изменилось в ее жизни. Крюгер забрал ингурскую девочку с собой в Германию, помог ей получить образование, поправить здоровье. Сегодня она является его переводчиком и помощником во многих вопросах. Я трижды побывала в Германии. В 2003 году я поступила на филологический факультет иностранных языков, специальность немецкий язык, наш ИНГУ заканчивала. Вот. И в 2004 году, тоже опять-таки, будучи студенткой второго курса, ко мне домой заявляются, опять-таки, через столько лет такой же дяденька, двухметровый, говорит, да, guten Tag, erinnerst du mich? Помнишь меня? Я в шоке стою. Конечно, помню. Добрый день, Крюгер. Вот так вот. То есть с тех пор мы работаем, то есть ставим пьесы, ставим вечера, посвященные Брехту. Отдельным стендом на выставке представлены работы, написанные художником-графиком Карлом Хайнцем Дрешером. Он на протяжении 37 лет работал в театре Брехта. Выставка продлится до конца сентября, так что те, кому интересна жизнь и творчество немецкого драматурга, могут еще успеть ее посетить. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24.